Уважаемые граждане России, я Астахов Дмитрий Михайлович, на данный момент являюсь сотрудником специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области, звание подполковника, должность старшего оперуполномоченный по УВД. Я капитан полиции Спиридонов Евгений Викторович, родился 11 сентября 1985 года рождения, являюсь сотрудником ОМОН Кемеровской области, дислокация города Новокузнецк. Моя должность — инспектор группы информации и документирования. Я Плотников Евгений Витальевич, старший сержант полиции, управление Росгвардии ОМОН города Новокузнецка, должность полицейский боец. Утром, вернее, в январе месяце мы были привлечены на крупномасштабные учения в составе наших подразделений на территории Республики Беларусь. Задача учений до конца не ставилась. Сказали, что руководители наши сказали, что будет задача доведена на месте. Утром 24 февраля мы находились уже на территории Республики Беларусь, в приграничной зоне с Украиной. Рано утром начался массированный обстрел территории Украины с тяжелого вооружения. В 10:00 того же дня нас построили и поставили задачу выдвигаться в направлении Украины в составе вот тех подразделений, которые были озвучены. Задача, опять же, конкретно не ставилась. Вот. Единственное, что сказали, что мы заходим на территорию сопредельного государства, выдвигаемся в сторону Киева. Вот. Задача будет уже доведена там непосредственно. Времени на то, чтобы обдумать данный приказ, мы не имели возможности, поскольку машины были загружены, мы уже стояли в строю. Как бы после зачитки приказа мы уже непосредственно загрузились в машину и выдвинулись в назначенное место, которое нам указали. После пересечения границы мы увидели разбитый от обстрелов захваченный КПП. Вот. После чего нас отправили на Киев, и, естественно, нас обстреляли обороняющиеся граждане Украины, так как мы зашли туда обманом, и граждане Украины не готовы были, точнее, что вот нас обманом загнали, и обороняющиеся войска за свою землю, за свой, как говорится, народ просто встретили нас обстрелом, разграбили колонну. Вот. Мы не понимали вообще, что происходит. После того, как мы попали в плен, нам оказали медицинскую помощь, разговаривали с собратьями украинцами. Они сами в шоке, конечно, не предполагали, что такое вообще возможно быть, что когда-то соседнее государство пойдет на территории своих собратьев. Дали связаться с родственниками, с командирами. Вот. Но так как по телефону разговаривали с родственниками, такое ощущение, что их запугали и просто не дают им подконтрольно с нами разговаривать. То есть не вызывая эмоций родных. Мы сейчас призываем всех граждан Российской Федерации
объединиться и остановить эту войну, нападение на Украину, отводу войск с Украины, со всех границ и городов Украины. Не нужно лезть русскому народу на своих братьев украинцев, чтобы наши и их солдаты погибали, также жены, дети. Понесли очень большие потери, в частности, ОМОН город Новокузнецк, 70% пацанов уже погибло, так как даже не были готовы к такому, не подозревая, что такое возможно будет. Хотим, чтобы все узнали, так как все СМИ и руководство этой всей сферы постоянно прячут правду. Хотим, чтобы узнали эту всю правду об этом приказе, который нам озвучили уже после въезда в Украину. Что приказ был преступный, и мы должны были просто сложить оружие и не ехать сюда, и оставаться дома с своими семьями, родными, которые сейчас ждут.